Мы первое село в Молдове, где сделали в Авдарме поименный мемориал жертвам голода. А советская власть боролась в первую очередь именно с этими крепкими хозяйствами. Вы должны это знать, вы должны это видеть, чтобы не питать иллюзий про то страшное время. Период сталинизма, период террора – это такой тяжелый вопрос для историков, и они находятся в поиске до сих пор. Плакатом, где было написано «Сдадим вовремя хлеб государству», лежали пухлые люди. Никто больше ни за что и никогда не убедит меня в том, что все было хорошо. Oamenii aceștia care deja de 30 de ani trăiesc în democrație și se bucură de toate realizările unei democrații, chiar dacă este o democrație incipientă și încă nu în toată plinătatea sa se realizează în condițiile noastre. Ei, dacă astăzi s-ar fi întors în Uniunea Sovietică sub un regim totalitar, cu toate restricțiile care există într-un asemenea regim, ei primii s-ar fi revoltat. Pur și simplu, unii din considerente politice, fiindcă au nevoie de votul acelor care sunt amăgiți și care trăiți de nostalgii, iar alții pur și simplu inconștient fac acest lucru. Sunt idioți utili care cred că socialismul a fost un pământ fericit pentru toți. Не занимаемся политикой. Мы занимаемся поиском истины в этом тяжелейшем и сложнейшем вопросе, а не установления виновного. Оно и так в документах во всех видно. Советская власть убивала память историческую, разрушила те связи гагаузов, на которых они держались. Большевики хотели вырастить такого человека, который ни в чем не нуждается, ничего не требует от власти, но в фуфайке есть баланду с общего чана, не задает вопросов и тупо работает. Все. Deci evenimentul de astăzi a întrunit istorici din cele mai diferite instituții, cercetători care s-au ocupat de istoria stalinismului, istoria terorii staliniste și care astăzi au adus în fața auditoriului, format din tineri, liceiști, studenți, dar și reprezentanții administrației locale, adevărul despre acele timpuri, care trebuie cunoscut. Вот, пожалуйста, 11 выстрелов в голову. 7. Вы видите, это как будто он вензеля выводил. Это очень напоминает стрельбу в тире по человеческой голове. Теперь представьте, что творилось в нижних слоях, где сотни человеческих скелетов трамбовали лежащих ниже. Черепа ломались на 16-17 частей. По улицам я видел опухших, людей. Везде я увидел трупы. Зашел в примарию, и в примарии тоже я увидел трупы. И под плакатом, где было написано «Сдадим вовремя хлеб государству», лежали пухлые люди. Вот эти свидетельства, реальные свидетельства, которые были представлены и нашими коллегами-историками из Института истории, из Тираспольского университета, нам говорят, что мы не должны забывать об этих трагических страницах нашей истории. Сегодня представили информацию с первых уст. Поэтому молодежи нужно знать события этих лет, уметь правильно расставлять точки над «и». И сегодня мне кажется, что необходимо отметить, что здесь не осуждались конкретные личности. Здесь давалась оценка тем процессам, которые проходили в то время. Важно, чтобы ошибки прошлого не повторять. Отрицательный опыт – это тоже опыт. Положительный опыт для заимствования, а отрицательный опыт для того, чтобы знать и не повторять. Было казнено 94 человека, из них как минимум 5 человек могут быть отнесены вот к тому слою общества, который мог себе позволить такие маневры.
взрывали артиллерию. 4 ямы. Дальше. Документы. Мы должны знать свою историю, потому что каждая история повторяется через каждые 100 лет. Мы видим это по-другому, а люди, которые относились именно к тому времени, они выразили именно свое видение, то есть как они проходили через это. Это смещает взгляд от такой узкой современности на наши корни. В 1946-47 годах происходили страшные вещи, которых я так считаю, что современная молодежь, современные люди должны помнить. Когда привлекли сюда задунайских иммигрантов, когда сюда пришли, большая часть гагаузов пришла сюда, в Бессарабию, им дали землю, им дали экономические поблажки, им дали определенные льготы. В результате этого здесь возникли крепкие хозяйства. И это при том, что гагаузы по природе своей очень трудолюбивы. Здесь было очень много крепких хозяйств. А советская власть боролась в первую очередь именно с этими крепкими хозяйствами. Если в Молдове 200 тысяч человек умерло, то здесь в Гагаузии эта смертность, то есть 10%, то здесь в Гагаузии эта смертность была значительно выше. Минимум 20% гагаузов умерло. Существует такое понятие, как стокгольмский синдром. Это синдром, когда жертва боготворит своего палача. Когда я езжу по вашим селам и смотрю на памятники Ленину, на всю эту атрибутику советскую и прочее, я должен вам это сказать. Если вы не преодолеете эту свою болезнь, если вы не перестанете боготворить своих палачей, боюсь, что у нас ничего не получится. Да, советская власть – это часть нашей истории, несомненно, и мы никуда от нее не денемся. Но мы должны знать правду, что за относительным материальным благополучием 70-х, 80-х годов скрывалась отвратительная рожа палачей, которые расправились со своим народом самым страшным образом. И голод 46-47 года для нас, для Молдовы, был самым поучительным примером в этом отношении.